В Ижемском районе полным ходом идет сборка нового понтонного моста, который в скором времени свяжет райцентр с Заречьем, где сегодня проживает 4000 человек. После того, как в прошлом году надзорный орган запретил эксплуатацию старого наплавного моста, сельчане переправляются с берега на берег Ижма на моторках на свой страх и риск. Да и предприниматели от такого способа доставки товаров и продуктов не в восторге. На месте побывала Наталья Литкевич. Вот таким нехитрым и опасным способом жители Заречья уже 2 месяца переправляются через реку. Там, на другом берегу, 8 сел и деревень, школы, детские сады. А вот больница и большинство врачей и специалистов в райцентре. Да и многие бумажные дела можно решить только в Ижме. А как там скорая помощь и прочее? Ну, это не знаю. Тоже налог? Тоже налог. Ну, по работе неделю раз, два. Не страшно? А нет, не страшно, все, мы уже привыкли. Скоро мост будет. Высокая вода в Ижме сельчан не пугает. Говорят, весной, когда переправлялись между льдинами, было страшнее. Сейчас это единственный путь доставки на ту сторону и людей, и грузов, и топлива, и продуктов питания для местных магазинов. Обычно лодку цепляете к моторке, да, и туда. Нормально, спокойно хоть? Не переворачивалась, нормально? Нет. То есть технология отработана, да? Строительный сезон сейчас начался. Из-за этого вот и так перевозят, потому что как бы стройматериалами не обеспечены магазины настолько, сколько населению надо. На переправе сельчане с надеждой поглядывают на железные конструкции, которые появились на берегу в конце апреля. Это элементы наплавного моста, на сборку которого подрядились специалисты из Котловского завода «Сталкер» в рамках государственного контракта. Сегодня идет процесс поставки и сборки наплавного моста, который будет современный, он будет односторонний, с освещением, с пешеходными дорожками, там будет светофор. Я думаю, что люди Заречья будут очень рады этому новому мосту. Сдать новый понтонный мост подрядчики обязуются к 1 сентября. Работы идут в графике, и на днях к первой бригаде специалистов подъедет еще одна. Пока рабочие собирают отдельные части конструкции, а когда уровень воды в Ижме опустится и стабилизируется, приступят непосредственно к сооружению долгожданной переправы. Сложности, погодные условия бывают, ветер большой, то, что бывает, мешает нам со стыковкой секции, с перевозкой, с монтажом. А так, дождик это ничего страшного, так-то все хорошо. Всего на объекте задействуют 4 десятка специалистов. Мост длиной в 350 метров будет состоять из 23 секций. Проблем с финансированием проекта нет. 60 миллионов рублей нашли в районном бюджете. Еще 30 в виде субсидии выделило правительство Коми. Эта стройка лично на контроле у Сергея Гапликова. И есть все шансы, что уже осенью ижемцы смогут пользоваться безопасной, надежной и оборудованной по всем требованиям и правилам речной переправой. Наталья Литкевич, телеканал Юрган, Ижемский район.